Вот мы пришли сюда. Мы пришли, сейчас еще и рабочие работают там. Откройте. Почему вы меня заперли? Откройте дверь, я говорю. Дверь откройте, говорю он там. Людям откройте, мы пришли специально сюда. Кто? Вы же тоже охранник? Я не понимаю, что за самоуправство? Как зовут? Что за самоуправством занимаетесь? Я не понял вас. Откройте, мы с людьми пришли сюда, потому что нас с того, с Достык 13 сказали, что вы переехали сюда, на Кошкарбаева. Как вы себя ведете с народом? Я вас не понял. Что это за поведение такое? Как тон уменьшил? Он меня взял, запер, не дает пройти, не выпускает из здания. Какой тон мне уменьшать? Это государственное учреждение. Ну, государственное учреждение. Кто источник власти в нашей стране? Народ. Да, я же не за себя пришел, здесь инвалид по зрению рядом со мной пришел. Что теперь нам? На 1 минуту пришли, типа опоздали. Придумали. Обычно до 18:00 все учреждения должны работать. Они сделали. Девушка, здравствуйте. Мы пришли здесь, рядом со мной инвалид по зрению. Нас не пропускают. На 1 минуту опоздали, что теперь? Потому что мы не знали, что сюда переехал департамент при акимате по жилищу. Мы поехали на Достык 13 и узнали, что здесь. Пока мы сюда приехали, ну, на 1 минуту опоздали и все. Откуда мы знали, что ваше учреждение? Куда надо вам? Нам надо проконсультироваться. Человек слепой пришел с нами. Они стоят на улице. Ваш кузетовец не пропускает внутрь. Он меня пропустил и теперь не выпускает. Что это такое вообще? Сюда пройдет. Можно я пройду? Вот там инвалид по зрению. Он на улице стоит на морозе. Женщина. Вам именно куда надо? Куда хотите пройти? По жилищному вопросу она в очереди стоит. Вам не стыдно вот так нас держать на улице? Я вот прошел, охранник вас исчез. Скажите охраннику, чтобы он пропустил ее сюда. Ничего страшного не произойдет. Кто у вас тут главный? Что за позорище? О, вот, пропустили, да? Так, куда нам надо? Ну, давайте пройдем. Что, ничего, все учреждения до 18:00 обычно работают. Мы откуда знаем, что они не работали до 17:00? Мы приехали с другого места. Оказывается, вы переехали, мы это не знали. Нас направил акимат Сараркинский сюда. Что, теперь мы должны ждать до завтра, что ли? Давайте проходите, давайте узнаем. Не занимайтесь самоуправством, пожалуйста. Зачем снимаете? Ну, вы же чиновник, я имею право снимать. Я не чиновник. А кто вы? Вы же работаете при акимате. Это же акимат. Это ведомство при акимате. Зачем снимаете? Я же принимаю. Ну, ничего страшного, хочу зафиксировать для себя. Что я не вижу вас? Вы правильно сказали? 82, Да. 08, 09. Вы сказали 09, значит 08, 09, да? Спасибо, Жанна. Теперь стало 12 народов очень, как неполная семья. Теперь 2 года назад я стала ее видеть. Я звонила, мне говорили, что просто оставайся в этой очереди, потому что ваша очередь на 18 год впереди. Потому что инвалидность вы в 18 году получили. Да. 17 я стала, 18 получила. В начале года. Теперь, получается, я пошла по жилищному фонду по 2% ипотеки, которая оформлена. Мне сказали, что у меня нету
Договор Заработок. забрать до соглашения. Не работаете, Да, да? я не работаю, Ну, потому вы что получаете если- инвалидность. Да. по- Они это пособие не считают. Ну, разговаривая на мама звонила, Почему они можете не включить считают пособие, готовы. они мне не объясняют. Потом вот это адрес арендное жилье без права. Вот я сдавала сюда первый раз. Это было в июне или в июне месяце. Сдавала. Я не прошла, мне опять сказали, у вас 3 детей, разнополые дети, у нас квартира только одна комната, две комнаты. Ну, положено двухкомнатная, да? Или у вас, Трёхместная. у вас так 3 детей, один разнополые дом, дети. с таким. Мила, любовь. Мгм. Теперь я опять сдала. Вот недавно. Вот недавно, да? Да, Мгм. сдала. Ну, Здесь уже трехкомнатные есть, двухкомнатные есть, ага. но я вот почему-то не верю, что я пойду по этой программе. Потому что, знаете, вот прошли сколько? 148 квартир прошло, правильно? 148 вот летом. Летом. Мгм. Ну, 150 многодетных получили, правильно? Многодетные, да, у них это 4 дети. Да. Ну, вот смотрите, а очередь-то наша не продвигается вообще. Почему не продвигается? Вы последний раз когда брали очередь? Я в интернете смотрю постоянно. Чуть не каждый день смотрю. Сейчас вот на сегодняшний день 5599 ваша очередь. Ну вот, я вот так и стою уже почти 2 года. Не может быть 2 года. Вы покажите предыдущий. Ну, я же не беру и не покажу, я в интернете смотрю. Ну, в любом случае, вот на сегодняшний день я говорю, 5599 ваша. Ну, я не могу сказать, вот вы сдали, да, пройдете, не пройдете. Ранние года, 6-е, 7-е, 8-е года пройдут. Может, и вы пройдете. Ну, я прошу, вот, 16-й, 17-й в списке не смотрели уже. Не сдавали, говорите? Я сдавала то, что Нет, нет, нет. Вот недавно было. Да. Как вы на всех посмотрите, что мне интересно? Я же вам говорю, сначала пройдут ранние года, 6-е, 7-е года, они же еще до сих пор не получили. Вот они, первые 6-е, 7-е, вот отбор идет. Ну, если они получают, то почему наши, которые учат не проходят? А я вот только что просто. Они же только сдали же. Они Нет, как бы летом, а вот у многодетных другая учила. многодетных, у них отдельно очередь. У них совсем отдельная очередь. Многодетных отдельно. Отдельно очередь, и они летом 150 квартир получили. Аренда жилья без права. Ага, и я по какой очереди буду? У меня есть очередь, какие мне надо стоять? Неполные семьи. Ну вы же не полной семьи. Вот СУСН относится многодетные отдельно, а СУСН не полной семьи. Инвалиды первой, второй группы, пенсионеры, дети-сироты. А теперь у нас 418 квартир, да? То есть еще 14. 14, там 3-4-комнатные квартиры. И вы То есть каждый... еще 419 квартир. И вы каждый, вот, когда вы проверяете, вы каждый бумаги смотрите, да, каждый? Это не мы проверяем, там комиссия. Ну да, в жилфонде в комментарии все жалуются на комиссию. Как вот они тоже где-то в 2006-2008 год они никто не прошел, а 16-й и 17-й прошли почему. Ой, насчет этого я не знаю. Но, может быть, вы же говорите, трехкомнатные квартиры, поэтому вы не прошли. А кому положено двухкомнатная, однокомнатная, они прошли, даже если они после вас... Поначалу писали у вас в жилфонде, что на каждого человека 15 квадратов. Потом пишут, что у вас дети разнополые, вам не положено двухкомнатная, вам положено трехкомнатная. Мгм. У меня, например, в состав семьи с 4 человек стоит. 3 детей и я. Да, там трехкомнатная положена.
Поэтому вы не прошли то, что трехкомнатная квартира там не было. Однокомнатная, двухкомнатная. Вы, как говорите, 16-е года прошли, потому что им двухкомнатная, однокомнатная положено было, поэтому они прошли. Ну, 16 года это у них, наверное, очередь не 5000, а 11, 12, наверное, тысяч. И они проходят, а вот перед ними еще столько. Ну, они же не прошли ступеней. на однокомнатную или Ну, на я двухкомнатную, а там трехкомнатной не было, поэтому вы не прошли. Ну, теперь, когда вот 8-го последний день, понимаешь, теперь через 10 дней, кажется, результат уже будет. Ты прошел, ты не прошел. Это я, вот, знаете, я первый раз, когда в самый первый день я пришла, в понедельник, они сказали, после обеда мне сказали, что уже 300 человек сдали на эту программу, а еще 2 недели у вас собиралось. И вот мне интересно, это вы каждого смотрите, проверяете, да, потом кто проходит, кто остро нуждается, да? Ну, это, я же говорю, это не мы, а комиссия. Можете, может быть, туда пройдете, А где как? это КГУ, где рассматриваете эти документы. Мы вообще туда отношения не имеем. А где это находится? Надо будет туда пройти. Через охрану туда, в тот коридор. И там комиссия сидит. Это который, куда я сдавала на щас. доме, да? Они просмотрят? Ну, ту сторону, да. Или вот может через ЖНСЕ сейчас пройти главный специалист. Она вам вот объяснит. Она здесь? Вот. Пойдемте я к ней. Я не могу, у меня в номере срочно что-то там. Мен енді түсіндірдім, все равно это 419 квартираны вообще КГУ қай комиссия қарайды? Сейчас идет отбор на данный момент. Итоги конкурса еще неизвестны. Вы подавали документы? Да. По какой категории вы стоите? Я как не полная, ну плюс еще инвалид первый год. Нет, категория в базе у вас. Нет, полный. не полная семья. С какого года? 12. 12-й год? Ну пока ждите, еще итоги конкурса не было. Итоги конкурса объявят, тогда списки будут уже размещены на сайт. А как этот конкурс проходит у вас? Просто в прошлом году летом у вас проходили 6-е, 8-е года не получали, а 16-е, 17-е года получали. Я не могу ответить, это какой объект был? В смысле, какой? 148 квартир у вас. В прошлом году Да. у нас жилье Нет. предоставление было в порядке очередности В только... этом году летом 148 квартир вы давали. 148 квартир было предоставление в порядке очередности. Ну, просто в жилфонде комментарии там пишут, 6-е года, 8-е года не прошли, а прошли 17-е, 16-е годы. Там навряд ли такого будет. Потому что вот я сейчас дала на этот документ, и я вот, например, мне мало верится, что я пройду. Фамилия какая у вас? Спасибо. Имя? Жанна Серикова. Смотрите, Касьянова Жанна Сериковна. Состоите в очереди с 13 июля 2012 года, как неполная семья. В составе семьи у вас дочь Касьянова Альбина, Касьянова Тамила и сын Касьянов Алихан, верно? Да.
По закону, по составу семьи вам положена трехкомнатная квартира. Вы это знаете, да? Да. Так. Вы в 2012 году стали, выходит. Сейчас я вам скажу. В программе, в которой вы участвовали, вообще отсутствовала трехкомнатная квартира, вы знаете, да? Всего было 148 квартир, из них однокомнатных было 127, а двухкомнатных 21 всего лишь. Если прибавить, тогда 148 выходит. По составу семьи, если вам положено трехкомнатная по закону, соответственно, вы не прошли. Те, которые подавали и претендуют на трехкомнатные квартиры, они не прошли. Не только вы. Есть еще вопросы? Это получается до 2012 года, 6 и 8 года, они все на трехкомнатную стоят, если они не прошли. Дело не в этом. Когда объявляется конкурс, есть у него энное количество жилья. Допустим, квартир 148. Из них там распределяется однокомнатная, двухкомнатная и трехкомнатная типности. Но вот это, которое было летом, объявление конкурса 148 квартир, там всего было однокомнатных и двухкомнатных, трехкомнатных квартир не было. Ну, я поняла. Соответственно, Это я если поняла. даже 2006 год в очередь стал очередник, и по составу семьи ему положена трехкомнатная квартира, он не получит по этой программе, потому что ему по закону положена трехкомнатная квартира. А в этом объекте отсутствовала трехкомнатная квартира. Там всего были однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Ну, я вот сейчас в данный момент не только о себе говорю, а вообще как вот проходит ваша комиссия, как вы просматриваете это. Если 2006 года, 7, 8, 9, они стоят, значит, все на Нет, четырехкомнатных. это имеется в виду, отбор идет среди тех, кто подавал документы. А многие, которые не подавали, да? Это, возможно, 6-7 годы, они просто не подавали, они ждут очередности, поэтому их даже и не рассматривают. Рассматривают только тех, допустим, 400 квартир, а заявок поступило 500. Из 500, кто первый ранее стоит, вот они и проходят. Не Только факт, те- то, что шестые все там Да. сдали документы. Это вот из числа тех, кто подавал, отбор идет. А вот которые проходили, вот у меня, например, очередь, она не двигается. Очередь двигается в двух случаях. Первый в порядке на то, что и проводит инвентаризацию, а второй делается предоставление жилья. Предоставление жилья выходит, мы выдали жилье, как постановление выходит, на основании этого заключается договор найма, и мы снимаем с очереди этих людей. Инвентаризацию, да, мы проводим, но в прошлом году мы проводили, это порядком ощутимо было, наверное. Не знаю, мы в прошлом году как стояли на 5000. Как мы стояли? Вот мы почти 6000 стояли, и у нас не проходило. Я вот как, например, заболела, я чуть не каждый месяц проверяю эту очередь через интернет. Но, извините, каждый месяц предоставления Ну, жилья не бывает. Нет, просто, знаете, столько программ вышло, вот по новостям показывают. Многодетные уезжают в Экибастуз. Многодетные – это отдельный список, она к вам отношения никак не будет иметь. Поверьте, вы находитесь сейчас в списке социально уязвимых слоев населения. Там сидят инвалиды, пенсионеры, неполные семьи, семьи, воспитывающие детей инвалидов. Если из числа них будут сниматься с очереди, да, и это не факт, что они у вас стоят до вас, эти люди. Они могут стоять и после вас. Если вот программа Бакатот Басы, которая вышла, мы по ним, да, снятие делали. Но опять-таки, это же не люди не обязательно, которые до 2012 года, которые вы стали в очередь, июля, до июля 2012 года стали в очередь. Они могут и после стоять в очередь. И они пошли по условиям программы, банк полностью одобрил. От нас они берут только направление, что состоят в очереди. Ну, я тоже у И вас в дальнейшем брала выходит. Вы тоже можете участвовать в этой программе. Вот именно, вот что, знаете, мне говорят, вы можете участвовать в этой программе. Я бегала, собирала эти документы, пошла на жилстрой, а они мне сказали, вы не можете участвовать в этой Почему? программе. Потому что у вас заработка нет. Но вы, когда программа выходит, есть у него свои условия. В программе Бакатот Басы, да, есть условия. Если вы по условиям, критериям не подходите, соответственно, вы не пройдете.
это участвуйте в других программах. Берекель Баспана, вы сдали документы. Теперь Да. ждите окончания, итоги. До 8 числа мы принимали документы. Я сдала с самого первого дня. Мы не смотрим на самого первого дня, Нет, чтобы ну я мы на поняла, дату но просто поставили. мне мало верится, что я пройду Привет. по этой программе. А? Получили вы ответы? Нет, конкретно. Они даже не знают, как эта комиссия проходит, как они выбирают. Что думаете делать дальше? Не знаю даже. Не знаю. Подожду, Чего ждать? когда это отборы пройдут. И когда они пройдут? Ну, они сказали через 10 дней. Ну давайте подождем, да, теперь 10 дней. Интересно. Ну вот мы дошли до них. Через 3 акимата, через 3 ведомства при акимате дошли до них. Сюда. Через охрану пробились. Да, даже так. Ну посмотрим. Я думаю, это видео, оно наглядно демонстрирует, да, всю бюрократию в нашей стране. Вроде есть программы, которые направлены на помощь людям, которым нужны квартиры, да, в этом городе, в этой столице. А они чиновники, выдумывают тысячи бюрократических препятствий для простого народа, как мы. Есть что еще сказать? Да нет. Ну, пойдемте теперь.